Впервые в Якутске магазин корейских товаров. Почувствуй вкус Кореи вместе с Кангстор. Посуда на главные события жизни. Мир посуды с любовью в каждом доме. Уюнского 10. Здравствуйте, это кулинарная студия Зарины Кривошапкиной, и мы будем сегодня делать кремовые цветы по корейской технологии. Для начала нам потребуется наш крем рабочий, вставка для цветов, насадки, их может быть разное количество и для разных цветов, ножницы рабочие, красители разных цветов, обязательно кондитерский мешок. И я вам сейчас покажу, как делать розу. Для розы нам потребуется вот такая вот насадка. Получается, розу строим так. Сделали основу крепкую, так сказать, ставим середину. Это у нас середина розы. Все мы знаем, да, как роза выглядит. Вот. И делаем первые основные 3 лепестка. Это мы делаем, строим розу изнутри. После 3 основных лепестков уже делаем внешние. И, конечно, в мире очень много видов роз. И у меня сейчас получается более такая рваная роза, которая мне очень нравится. Все. И таким вот образом снимаем. Красим крем обычными гелевыми красителями. Цвет получаем любой, который хотим. Вот. Цвета можно смешивать. Вот. А сейчас на данный момент у меня будет такой нежно-синий. Так, сейчас будем делать хризантему. Для этого нам нужна вот такая вот насадка. Размеры можно делать, разного размера можно делать. И, соответственно, любого цвета. Так как у нас крем такой уникальный по корейской технологии, мы можем делать любой цветок, который хотим. Для каждого цветка, как я говорила ранее, да, на розу, нужна основа. Так, у нас основа на хризантему, такая вот полукруглая башенка. И делаем тоже, получается, лепестками собираем цветок. У нас получилась такая хризантема, мы ее тоже переносим. Сейчас будем делать ромашку. Для этого мы берем обычный листок и закрепляем. Это нам удобно для переноски цветка и для замораживания. Так, делаем основу таким образом. Это у нас, обратите внимание, у нас другая уже насадка. Такая вот. Угу. Так, на эту основу делаем лепестки таким образом. Размер может быть любой. Это я взяла средний размер. Так, сейчас мы будем делать тычинки. Это, в принципе, на любую фантазию. Я взяла такой нежный, мятный. Таким образом мы можем заморозить для удобства переноски на торт. Сейчас будем делать пионы. И вот нам нужна вот такая вот насадка. Так же, как и у розы, мы делаем нашу основу. Она может быть разной. Тут я взяла высокую, у нас получается пион будет где-то вот такой вот. Угу. Сделали основу. И тут мы его закрываем. Пион у нас закрытый будет. Делаем внутренний бутон. Такие волнообразные, рваные можно сделать рваные. Если смешивать еще цвета, можно было сюда добавить желтый или фиолетовый. То есть комбинировать цвета, получается
такой внутренний объем. И завершающие у нас волнообразные лепестки. Сегодня я вам показала, как делать ромашку, пион, розу и хризантему. В следующий раз покажу новые цветы. Будьте с нами. До свидания.